Стандартная история жизни среднестатистической девушки. Маленькой девочке часто говорят о ее красоте, и очень мало комплиментов достается ее интеллектуальным способностям. Подросткам она начинает получать нежелательные мужские знаки внимания, которые являются домогательством, но в нашей культуре предоставлены элементами ухаживания. Вот стандартная история среднестатистического мужчины. С раннего возраста он впитывает, что мужчина гораздо ценнее женщины. Даже если оба родителя работают, то в выходные мать убирает дом, в то время как отец смотрит телевизор. Если он жалуется на буллинг в школе, то отец требует прекратить вести себя как девчонка и дать сдачи. Все эти социальные нормы, стереотипы и обычаи формируют общество, где женщина оценивается не так, как мужчина. В таком мире неуважение к женщине и контролирующее поведение мужчин оправдывается, что выливается в домашнее насилие. Вернемся к истории. Девочка превращается в женщину, а мальчик в мужчину. Они начинают встречаться и женятся. У них одинаковое образование, они пока выполняют одинаковую работу, но из-за отсутствия возможного декрета мужчина выше ценится на работе и легче продвигается по карьерной лестнице, как и другие мужчины, оставляя женщин позади. Она выполняет всю домашнюю работу, он контролирует финансы, так как начинает больше зарабатывать. После ухода в декрет ей будет сложно вернуться на работу. Уход за ребенком, больничный будут сильно сокращать ее возможности. Подходящей работы будет гораздо меньше. Многие не возвращаются на работу. Она социально изолирована и полностью финансово зависима. Он контролирует принятие решений и ее. Они не равны. Она полностью зависима от него, поэтому молчит, если он издевается над ней, оскорбляет или бьет. Она становится все более изолированной. Все, что у нее есть, это он. Эта история закончится так или иначе. Для одной из 4 закончится физическим или сексуальным насилием. Для почти половины женщин эта история закончится смертью.